Здравствуйте, в эфире «Православный календарь». Сегодня мы с вами поговорим об апостоле Петре. Апостол Петр был родом из Вифсаиды Галилейской, сына рыбака Ионы и братом апостола Андрея Первозванного. Именно Андрей Первозванный его привел ко Христу. Петр всегда выражал особенную ревность и решимость по отношению к Господу, за что был особенно приближен к Господу вместе с апостолом Иоанном Богословом и Иаковом. Сильный пламенный духом апостол Петр занял особенное место в лике апостольском. Господь его называл камень, то есть Петр. Свое троекратное отречение он горько оплакивал, и через это покаяние Господь его трижды восстановил в апостольском лике через слова «паси овец моих». Предание повествует, что каждое утро, когда апостол Петр слышал пение петуха, он горько оплакивал свое малодушное отречение. Именно апостол Петр первый содействовал распространению христианства. В день Пятидесятницы, после его проповеди, 3000 человек обратилось ко Христу. Затем, после исцеления хромого, еще 5000 иудеев обратилось ко Христу. Сила духа апостола Петра была такова, что даже его тень, когда осеняла лежащих больных, исцелила их от болезней. Книга «Деяний святых апостолов» с 1 по 12 главы повествует об его апостольских трудах. Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа I, в 42 году начал гонение на христиан. Он умертвил апостола Иакова Завидеева и посадил в темницу апостола Петра. Христиане, предвидя казнь, начали горячо молиться Господу об освобождении апостола Петра. И ангел Божий спустился в темницу, снял с рук апостола Петра оковы, и Петр невидимым образом вышел из темницы. Кроме книги «Деяния святых апостолов», знания об апостоле Петре мы можем черпать также из церковного предания. Известно, что он проповедовал на побережье Средиземного моря, в Малой Азии. Затем он рукоположил в Египте апостола Марка, первым епископом Александрийской церкви. Потом он отправился проповедовать в Грецию, Рим, Испанию, Британию. Свое Евангелие апостол Марк написал именно со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два соборных послания апостола Петра. Оба эти послания были написаны Малоазийской церкви. В первом послании он призывает христиан от нравственной распущенности. В то время также стало быстро распространяться ересь гностиков, что включало в себя не только христианское учение, а также иудейское учение и различные языческие культы. Именно во втором послании апостол Петр предостерегает христиан, чтобы не соблазнялись этим учением, которое очень пагубно для христиан. К концу жизни апостол Петр пришел в Рим, где принял мученическую кончину в 67 году через распятие вниз головой. Как уже мы говорили прежде, что апостол Петр был первый освобожден из темницы. Христиане взяли вериги, то есть цепи, с которым был скован, и хранили как великую святыню. Каждый, который был одержим нечистым духом либо болезнью, приходили к этим веригам и получали исцеление. Эти вериги апостола Петра хранились в Иерусалиме до патриарха Ювеналия, которых передал дар Евдокии, супруге императора Феодосия-младшего. В 439 году Евдокия перенесла вериги из Иерусалима в Константинополь. Одну веригу она передала своей сестре, которая в Риме построила храм, где расположила вериги как святыню. В Риме также хранились другие вериги апостола Петра, в котором был закован при императоре Нероне. Святый апостол Петр, моли Бога о нас грешных. Оставайтесь с Богом. До следующей встречи.